Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале ТУВА-24 в студии Чинчи Кашпукол. И сегодня в выпуске. Автопоезд пополняется автомобилями для специальной военной операции. В Кызыле прошло очередное заседание по сохранению тувинского языка. В спорткомплексе «Херел» прошли соревнования по самбо. А теперь об этом и не только, более подробно. В детском саду Чечена в городе Чадане в декабре прошлого года появился ясельный корпус для малышей на 60 мест. Съемочная группа телеканала в ходе рабочей командировки в Дзунхемческий район побывала в дошкольном учреждении. Пристройка к детскому саду Чечена была сдана в эксплуатацию перед Новым годом, 30 декабря. Сейчас здесь воспитываются 60 чаданских малышей от 1,5 до 3 лет. У нас детский сад построен по новым технологиям, соответствует по Санбину, по последним стандартам. Все оборудование имеется, детишки с удовольствием ходят. У нас 4 младших групп от 1,5 года до 3 лет. В яслях имеются просторный спортивно-музыкальный зал, кабинеты методиста и медработника. В пищеблоке стоит новое кухонное оборудование. Поскольку перестройка была сдана зимой, сейчас работникам предстоит озеленить двор, где будут играть малыши. Пока двор засыпан песком, но есть беседка, парковка для колясок и игровая площадка. Проложили и брусчатку. Неудивительно, что родителей, желающих записать своих детей именно в эти ясли, много. По очереди у нас комплектование, общие очереди в Кажуне. Они все по очереди, по направлениям путевки получали и уже ходят с радостью. Мы благодарны правительству еще Регионстрой и от коллектива нашего, и от родителей, и от детей. В гости в детский сад Чечена на днях приезжал и глава республики. В ходе инспектирования Владислав Хавалык отметил, что благодаря господдержке по линии нацпроекта «Демография» новая пристройка позволила дополнительно вместить 60 детей, а само дошкольное учреждение расширилось на 4 группы и может принять уже 250 малышей. Эрес Мангуш, Чайхан Дангак, Азамат Очур, телеканал ТУВА-24. Как мы уже сообщали, глава Тувы Владислав Хавалык побывал с рабочей командировкой в западных районах Тувы, в частности, обратив внимание на работу стационарных постов ГИБДД. В свое время при оптимизации милицейской структуры некоторые стационарные посты были заброшены. Речь идет о 3 постах в Тесхемском, Чахольском и Дзунхемческом районах. Как сообщил глава республики Владислав Хавалык на своей странице, важно повышать культуру вождения, и профилактика в этом вопросе всегда будет играть важную роль. К концу мая приведем в порядок помещения. Вместе с руководством МВД определим порядок их дежурства. Сегодня одной из объективных причин ДТП становятся не столько плохие дороги или недостаток технических средств, обеспечивающих порядок, сколько увеличение количества транспорта и высокая интенсивность движения. Только за последние 3 года количество автомобилей в Туве увеличилось более чем на 3000 единиц. Каждый день в средствах массовой информации выходит публикация в ходе масштабной акции «Автопоезд», инициированной Народным фронтом. На очередной передаче внедорожников на передовую побывал наш корреспондент. Если в первые дни акции жители Тувы передавали на фронт по 1-2 машины, то сегодня их количество увеличилось на 4 единицы. Первые подогнали свою Ниву представителя армянской диаспоры в Туве в лице торгово-строительной компании «НИК». Наша компания решила выделить автомобиль «Нива» для наших ребят, для наших бойцов на передовой. Надеемся, что он хоть как-то облегчит их трудную работу. Желаем нашим ребятам здоровья, силы духа, и все в добром здравии возвращались к нам обратно. Следующий микроавтобус «Соболь» прибыл из Тесхема. Полноприводный автомобиль предоставили тесхемские дорожники ООО «ДСК» и ИП «Аяна Серата». В СМИ мы узнали про эту акцию, решили присоединиться и решили нашим бойцам, которые участвуют в специальной военной операции, передать машину «Соболь», ГАЗ «Соболь» 4х4 высокой проходимости 2017 года, и машина полностью обслужена и состояние идеальное, техническое состояние. Не осталась безразличной и кызылская строительная организация «Элита». Еще одна совершенно новая Нева-легенда присоединилась к автопоезду Народного фронта. Наша компания ООО «Элита»
Узнали про акцию «Автопоезд» и решили поучаствовать в акции и предоставить нашим бойцам машину «Лада Нива», чтобы они выполнили свою задачу успешно и вернулись домой. Одним из самых популярных автомобилей, принявших участие в акции, несомненно, является старый добрый УАЗ в различных модификациях. Строительно-дорожная компания «Стройэкспресс» выделила адаптированный под боевые задачи внедорожник УАЗ-469. В этот непростой период, когда коллективный Запад выступает против нашей страны, никто не должен оставаться в стороне. Так и субъекты предпринимательства нашей республики поддерживают акцию Народного фронта «Автопоезд». От организации «Стройэкспресс» мы занимаемся дорожным строительством и строительством зданий и сооружений. Для СВО направляем машину УАЗ. Машина, она, помимо того, что вездеходная, для СВО мы адаптировали его механической лебедкой. Помимо предоставления транспортных средств, одним из важных элементов является и их техническое обслуживание перед дальней дорогой. Этим безвозмездно занимается коллектив автосервиса «Форвард». Мы с нашим коллективом, с парнями, которые здесь работают, решили поучаствовать, помочь парням из Тувы, которые находятся на территории Украины, тем, что мы можем взять на себя обслуживание техническое автомобилей, которые отправляются на Украину. Будем помогать, но по мере возможности до момента отправки заниматься техническим обслуживанием автомобилей. На сегодня количество автомашин, предоставленных жителями Тувы для акции, уже превысило изначально запланированную цифру в 20 единиц. И автопоезд продолжает пополняться транспортом. Сайгын Бирбю, Владимир Сюртук, Азамат Очур, Тува-24. Глава республики Владислав Хавалых сегодня принял участие в заседании Государственной комиссии по вопросам реализации языковой политики и сохранения национального языка в Туве. Мероприятие прошло на базе Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований. Открывая заседание, директор агентства по науке Республики Тыва Алена Староженко озвучила, что целью круглого стола является анализ ситуации, налаживание диалога и выработка рекомендаций. 16 декабря 2022 года была создана Государственная комиссия по вопросам реализации языковой политики и сохранения национального языка в республике. Глава Тувы Владислав Хавалых подчеркнул, что объединяющим и скрепляющим является фактор языка. Родные языки играют большую роль в политике государства и построении общества. Руководитель региона отметил, что существующую стратегию, в частности экспертный совет, нужно дополнить новыми именами: доктора филологических наук Мирой Бавусюрун и директором Национального музея Тувы Кадролом Бичелдеем. Самого качества, понимаете, результат важен. Результат важен. Да, поэтому давайте так. Я готов, так сказать, сегодня же подписать, мне не трудно это сделать. Миром согласен. Все. Стратегия развития языка на период с 2024 по 2033 годы была разработана в соответствии с основными принципами государственной языковой политики в России и Туве, предполагающая гармоничное взаимодействие тувинского и русского языков. В рамках обсуждения был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с реализацией стратегии. Участники заседания обсудили задачи, стоящие перед регионом как национальной республики. Министр образования Тувы Елена Хардикова отметила, что Федеральное образовательное ведомство в сотрудничестве с регионами и будет претворять в жизнь программу по популяризации родных языков, формированию и привлечению новых профессиональных кадров, созданию для них новых стимулов. За круглым столом было отмечено, что все участники озабочены одной проблемой – сохранением родного языка. Современный мир диктует новые вызовы и в то же время дает много возможностей для изучения национального языка. Поэтому было решено вновь вернуться к детальному обсуждению данного вопроса.
При проведении стационарного лечения для 10-летнего мальчика из Овшина врачами и психологами ребенку по показаниям была оказана вся необходимая медицинская помощь. Наш корреспондент побывал в республиканской больнице, чтобы получить подробную информацию о его лечении. Вопрос со здоровьем ребенка находится на контроле в Минздраве и правительстве региона. Планируется, что по поручению главы Тувы Владислава Хавалыга пострадавший мальчик будет направлен на дальнейшее лечение в Москву. Пациент во время нахождения в стационаре прошел курс необходимой терапии, включая физиолечение. В настоящее время пациент получает все необходимое лечение в республиканской больнице номер 1. Что включает это лечение? Это в первую очередь оказание специализированной помощи по психологии, то есть психологам. Ребенок в настоящее время ежедневно осматривается клиническим психологом. Далее ребенку проводится физиотерапия, а также симптоматическое лечение. Во время консультации с федеральной клиникой нам было рекомендовано в течение 5-6 месяцев провести консервативное лечение, инструментальное обследование нецелесообразно было рекомендовано. В республиканской больнице пояснили, что на данный момент ребенок получает всю необходимую помощь от врачей. В настоящий момент его состояние оценивается как удовлетворительное. Кроме того, с мальчиком работают врачи-психологи. Специалисты работают с применением специальных техник. Почему необходима своевременная помощь, рассказала клинический психолог. Психологическая помощь нужна для того, чтобы стабилизировать психоэмоциональное состояние детей, чтобы не чувствовать себя другим, был уверенным в себе, чтобы не замыкался, чтобы со сверстниками общение проходило без особенностей и чтобы почувствовал себя таким же, как все остальные дети. Зачастую обыватели пугаются слова «психическая помощь», чего делать не стоит. Ведь специалисты работают с самым закрытым органом у человека – мозгом. Тогда, когда соматика уже не действенна, а психологическая травма оказывается достаточно глубокой. Обладая специальными техниками, медики выводят состояние к нормальному. И тогда уже работу могут продолжить психологи. Это эффективно и не несет для пациента никаких последствий. Психологическая помощь для детей – это оказание своевременной психологической помощи клиническими психологами. То есть туда могут включаться дети и подростки, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, в кризисных состояниях, при чрезвычайных ситуациях, а также перенесших стресс при посттравматических расстройствах. Расследование уголовного дела продолжается. Оно находится в ведении Следственного управления Следственного комитета России по Туве. Инна Клаян, Чайханданга, Кайдын-Кулар, телеканал Тува-24. В Туве учащаются случаи наездов на пешеходов. Об этом свидетельствуют цифры дорожной статистики. Сотрудники региональной госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть бдительными. По данным столичной госавтоинспекции, всего с начала года на территории города Кызыла зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов. В числе основных причин – это управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, нахождение и пересечение проезжей части в темное время суток без обозначения световозвращающими элементами на одежде, а также игра на проезжей части без присмотра взрослых. 22 пешехода получили травмы, 3 пешехода погибли. Основной причиной ДТП является это сознательное игнорирование водителями правил проезда пешеходного перехода. Также более половины автоаварий произошло по вине пешеходов. Во избежание инцидентов на дороге столичная госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными в дорожно-уличной сети и соблюдать правила дорожного движения. Уважать друг друга, пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть пешеходных переходах. Также сами пешеходы должны соблюдать правила дорожного движения. Специально есть пешеходные переходы, где нужно переходить. Также родителям необходимо обучать детей правилам дорожного движения и самим соблюдать, потому что дети смотрят в первую очередь на родителей. Также водителям следует сбавлять скорость при проезде перекрестков и пешеходных переходов, а пешеходам переходить проезжую часть строго на разрешающий сигнал светофора и убедившись в том, что приближающийся транспорт вас пропускает. Сегодня в Национальном музее Тувы торжественно открыли выставку, посвященную 65-летию заслуженного работника культуры Республики Тыва, отличника культуры Республики Тыва, председателя Совета ветеранов культуры и искусства при Министерстве культуры, председателя регионального отделения Общероссийского общественного движения «Ветераны России» по Республике Тыва Зои Даржуевны Мангуш.
Именно в этот день, 31 марта, Зоя Даржуевна Мангуш родилась в селе Баянтала Зунхемчикского района в трудовой и талантливой семье заслуженного животновода Тувинской ССР, ветерана культуры Даржуба Женхуевича и Александра Самбуевна Мангуш. Она выпускница Кызылского училища искусств и Восточно-Сибирского государственного института культуры. Основатель и умелый организатор многих групп, вокалистов, любителей хора, народных театров, ансамблей, песней и танца в республике. В одной семье мы 4 человека, мы все работники культуры, все мы с высшим образованием, все заслуженные, перезаслуженные стали, все мы никогда не покидали свою работу до сих пор. Даже вот моя старшая сестра, ей 73 года, она до сих пор работает. Зоя Даржуевна Мангуш – автор многих республиканских, международных и межрегиональных фестивалей, таких как «Тва Пистингургевис», «Радуга дружбы», «Салют Победа», «Лотос семьи». Так-то я человек творческий, поэтому всю жизнь я работаю с районами, организую все республиканские, международные кожаные конкурсы. Конечно, почти по республике я везде побывала. Всех кожунов знаю, всех сельских домов культуры знаю. Конечно, сегодня такую выставку они Национальный музей, специалисты организовали. Это мне очень отрадно. Спасибо большое. Поздравить Зою Мангуш пришли ее ученики, коллеги, друзья и родные люди. Зоя Даржуевна, она моя родная сестра. В Национальном музее открывают, отмечает и открывает выставку с любви. Поздравляю с Днем рождения. Вот много лет мы работали. Хочется мне отметить у Зои Даржуевны, какие по натуре человек очень ответственный, надежный, позитивный, доброжелательный. Что ей хочется пожелать? Главное, доброго здоровья, благополучия. На выставке представлены фотографии из архива Национального музея и личного архива семьи. Эти фотографии познакомили гостей мероприятия с самыми яркими моментами жизни заслуженного работника культуры республики Зои Мангуш. Алдана Исая, Чайхан Дунгак, Азамат Очур, Тува-24. Для кого-то каникулы – это время для отдыха и безудержного веселья, но не для выпускников, ведь впереди сдача ЕГЭ. Оказывается, готовиться к экзаменам можно с перерывами на увлекательные занятия, песни, танцы и вкусные обеды. Так, на базе аграрного лицея-интерната сегодня завершилась весенняя школа продвижения, куда съехались ребята из Зунхемчикского, Лухемского и Судхольского районов. Тему продолжит Айрасат. На базе аграрного лицея-интерната республики весенняя школа продвижения свои двери для ребят из разных районов распахнула впервые. Из Лухемского, Зунхемчикского и Судхольского районов съехались более 50 выпускников школ. Основная цель – это приобретение новых знаний, закрепление и подготовка к предстоящим экзаменам. Мы пригласили детей, которые будут сдавать естественно-научную направленность, то есть усиливаем консультации по части предмета биология, химия, физика, математика. И дополнительно, конечно, даем русский язык. Детям дают консультации учителя высших и первой категорий. После 4 часов для них организуется досуговая часть, проводятся мероприятия познавательные, физкультурные, так, художественные и так далее. Всего за 4 дня этот курс называется как интенсив-курс, да? Дети занимаются очень добросовестно. Для удобства ребят организовано питание и ежедневный подвоз. Они живут у своих родственников, но мы питание организуем 3-разовое в день. Только питание у них платное, все остальное бесплатное, потому что мы курируем эти кожуны, мы помогаем учителям и детям, выпускникам, чтобы успешно закончили школу. Эти районы очень активно сотрудничают с нами. У нас
приходящие дети едут нам из Кызыла. Маршрут у нас составлен. К нему добавили дополнительный маршрут. На одном автобусе эти дети, которые приехали, живут у своих родственников. Мы их тоже возим вечером домой, утром берем сюда. В весенней школе продвижения организована не только учебная деятельность, но и активный досуг. Ведь получается, что для 11-классников это последние каникулы, где они могут насладиться этим чудесным временем и пополнить свою копилку школьных воспоминаний. Я приехала из Дусхемджика, Бажангаласской школы. Мне тут все очень понравилось, потому что тут очень классные учителя. Еще у нас тут проводились неклассовые мероприятия. Мне все понравилось. И еще учитель по биологии, он очень хорошо объясняет. Я очень много нового узнала. Особенно по химии. Песни под гитару, зажигательные флешмобы, юмористические сценки и не только. Сегодня в аграрном лицее-интернате проходит закрытие весенней школы. Я с Дунхемчийского района, учусь в второй школе в 11 классе. Мы там каждый день по-разному. То волейбол, то баскетбол, то консультации, кушать. Я больше готовился к математике. Я очень много узнал. Я думаю, что хорошо подготовился. Совместная учеба дает хорошие плоды, отмечают учителя. Конечно, грызть гранит науки – задача первостепенная. Но для школьников это еще смена обстановки и новые друзья. Приехала из Искольского Кужуна, село Кызылтайга. Эти весенние каникулы прошли на отлично, так как я тут многому чему научилась, нашла много друзей, учителей тут очень много, и они очень хорошо все объясняют. Тут мне очень понравилось, потому что тут хорошо кормят, утром и после уроков до дома довезут. Практика первая, но не последняя. Самое главное, что работа дает хорошие результаты. Планируется организация осенних и зимних каникул тоже. Айра Асабуяно, Юна Замато Чур, телеканал Тува-24. В Кызыле в спорткомплексе «Херел» прошли открытые соревнования по борьбе самбо среди команд силовых структур республики. Турнир провели в рамках мероприятий, приуроченных празднованию столетия со дня образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Тему продолжит Инна Клоян. В Кызыле прошло спортивное мероприятие по борьбе самбо, организатором проведения которого выступает УФСИН России по Туве. Перед началом соревнований выступила именитая певица республики Белла. Борьба самбо – это интернациональный вид борьбы, включающий в себя приемы ее всевозможных видов. Девиз физкультурно-спортивной организации «Динамо» – «Сила в движении», который олицетворяет молодость, силу, красоту и здоровый спортивный азарт. «Динамо» было создано для того, чтобы сотрудники органов безопасности и правопорядка имели возможность заниматься спортом. Все участвующие спортсмены имеют хорошие спортивные разряды и звания в силовых и технических видах спорта. Например, УФСИН представляют 7 участников. В нашей структуре есть спортсмены-мастера спорта международного класса. Соревнования, которые проводятся на уровне всероссийском, занимают призовые места. Буквально месяц назад принимали участие в соревнованиях самбо УФСИН России. Наш сотрудник Лиу-2 занял первое место, за что был награжден как правами начальника управления, так и вошел в сборную УФСИН России. Ровно 100 лет назад было учреждено Московское пролетарское спортивное общество «Динамо». Инициатива создания первого в стране спортивного объединения принадлежала группе военнослужащих штаба войск Объединенного государственного политического управления Московского округа. Один из участников соревнований – Белек Байер-Яндан, представляет УФСИН России по Туве. Он является мастером спорта России по боевому самбо. Мне самому здесь интересно бороться с «Динамо». Здесь не как республика, а здесь собираются вот такие давно, вот такие боролись хорошие ребята же бывают.
вольники, там, я не знаю, дзюдоисты. Все здесь собираются за работу в «Динамо». Здесь получается смешанный такой. Некоторые вольники, некоторые дзюдоисты, не самбисты. Здесь так что интересно здесь бороться. Среди участников есть и именитые спортсмены, такие как Аржан Кыргыз. Спортсмен имеет богатый багаж спортивных разрядов и высоких достижений. Аржан представляет сборную команду МВД России по Туве. Я уже 4 раза данный турнир выигрывал «Динамо» именно. Вот сейчас, сегодня хотелось бы 5-й раз выиграть. И на сегодняшний день это, по-моему, самый сильный состав. Сейчас молодые ребята, то ли я постарел, то ли ребята молодые очень подготовлены, очень хорошие. Да и вообще отношения руководителей ведомства, они более серьезно стали, ребят готовят. Ну и молодежь вся спортивная стала. Каждого пройти очень сложно. 60 участников представляли разные силовые структуры по Туве: МВД, Росгвардия, УФСИН, служба судебных приставов, ФСБ, таможня, Следственный комитет, погрануправление. Боевое самбо сохранило агрессивность и динамичность схваток. Как и во всех спортивных состязаниях, в данном виде спорта есть запрещенные действия, которые строго наказываются судьями. Судья первой региональной категории по самбо рассказал, по каким критериям участникам выставляются баллы. Если бросаете на 2 лопатки – 4 балла. Если на бок бросает – 2 балла. На 1 балл это на живот и на таз, на живот или на таз. И все это умножается на 2 умножается только когда ты со стойки все бросаешь. Например, всего в соревновании приняли участие 10 команд. Состав каждой из них представлен 7 борцами различных весовых категорий. Победители регионального турнира в июне представят республику на всероссийских соревнованиях общества «Динамо», которое пройдет в городе Казани. Инна Клоян, Буян Мангуш, Айдана Сенденма, телеканал ТУВА-24. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч.